Дорогие друзья, ну что, посадочная кампания у всех сейчас начинается, у садоводов, огородников. Все сейчас думают, где же взять рассаду, если сами не успели на своем окошке высадить необходимое количество рассады. Самые популярные культуры, конечно же, это помидоры, это огурцы, ну и так далее. Сегодня мы поговорим про томаты и будем разговаривать с очень интересным человеком. Это завуч Хатасской агрошколы Диана Васильева. Диана, здравствуйте. Какие томаты ваши дети высаживают? Наша школа уже с 2017 года высаживает ежегодно очень много рассады именно для реализации населению, так как мы агробизнес-школа, да. И каждый год мы стараемся для наших потребителей, да, для огородников высаживать те сорта, которые дадут очень хороший плодовитый урожай, да, чтобы он не был достаточно Капризным. капризный, потому что сейчас многие уезжают в отпуска и так далее, да, и не всем всегда удается правильно ухаживать за томатами. Поэтому у нас в основном из 11 сортов, все в основном они не посынкующиеся. Не надо их посынковать, просто привязать и посадить. И главное, чтобы, когда мы высаживаем рассаду, мы не смотрим на именно рост, да, растения, там цветет, не цветет. Да. Вот обычно бывает, что цветет, оно сложнее приспосабливается к месту. Ну и еще у нас один такой сорт, который вообще не посынкуется и даже не привязывается, это монгол-карлик. Ну и, соответственно, главное, нужно сделать правильное соотношение, землю подготовить, да. У нас перегной, песок нам нужен, обычная черновая земля. И также мы можем добавить еще и торф с добавлением вермикулита. Ну, это не обязательно, но как бы рыхлость почвы нам тоже важна. Но сейчас, в последнее время, от него отходит, но все-таки она создает именно вот это вот проникновение воздуха, так скажем, почвы. И обязательно нам нужно нашу почву подготовить, прежде чем посадить растение, это обработать. Да. В данном случае мы подготовили фитоспорин М, и также есть у нас марганцовка. Но чем-то одним, да? Или Да, прям все чем-то одним, сразу? нет, чем-то одним. И сегодня мы прям два посадим, два разных. И, Два разных сорта. да, два разных сорта и две разные обработки. Также нужно питать наши растения. Проектная деятельность наших детей уже выходит на новый уровень. Перед нами инновационное удобрение наших девочек, которые в 8 классе учатся. И сейчас они реализуют, продают данное удобрение, уже сертифицированный продукт, да, и им можно кормить каждые 14-10 дней. А что он дает? Это удобрение, которое содержит азот, калий, магний, который будет помогать росту и плодовитостью нашего. Это биологические, да, Да, это именно добавочки? био. Да. Мгм. Вот. Ну, то есть совершенно безопасно и никак не отразится на нашей печени там потом, Да, ну нет, и нет. внутренних органах. Она именно создается у нас в лабораторных условиях. Почему? Потому что дети, каждый свое удобрение, подбор компонентов, они делают с помощью химического анализа. То есть они анализируют свое удобрение, которое они делают. Соотношение, прям правильная пропорция подобрана именно через анализатор. Ну, давайте приступим, да, наверное. Сегодня для примера мы взяли рассаду. Ну вот я как говорила, рассада она должна быть, томат именно должен быть в возрасте 60 дней, да, это 60 дней. Это классика прям, Да. вот это правило такое, Мгм. 60 дней. Но те, кто припозднился маленечко, Рассада, чтобы она, когда вот будете покупать, примерно уточнить, когда рассаду высадили. Если вы сомневаетесь, когда покупаете маленького такого размера рассаду, то не надо бояться, нужно спросить. Расстояние стандартное у томатов в основном начинается от 40 до 60. У монгол-карлика единственное, он стеляющийся, и поэтому там до 80 сантиметров можно. Он не привязывается, ничего, его даже посынковать не надо. Это я называю его томатом для тех,
для ленивых. Мгм. Когда просто посадил и урожай просто получаешь. А это как томат называется А еще я раз? взяла якутянку. Мы предварительно готовим а, наш, нашу почву, но при этом заметьте, что она достаточно отросла. Ну, как бы рост у Да, него да. такой. Чтобы не повредить рассаду и корневую систему, да, Вон она а, какая корневая да, какая система. корневая Мгм. система, и чтобы ее не повредить, я рекомендую обычно вот так вот просто отодрать. Мгм. Разорвать Да, пленочку. разорвать. И сейчас Ну или обрабатываем. ножницами, да, как-то более аккуратно. Вот. Да, или Если да. у кого-то там Ну, обычно такая мы крепкая высаживаем пленка. очень много, Мгм. и поэтому вот так вот разорвать это самое. Так, Сначала, значит, мы выкапываем лунку, да, мы его, хорошенечко, щедро проливаем ее. да, конечно. Перед этим, Водичка какая тепленькая, да? да, ну, комнатной Ну, температуры, комнатная температура тут. и при этом, допустим, марганцовку обычно достаточно теплую, да, Мгм. добавляет, а с фитоспорином можно, и чтобы она не сильно горячая была, да, просто... То есть фитоспорин теплый нужно, да? Теплую Нет, нет, воду. фитоспорин как раз-таки температурный режим, он не держит. Ну, как бы М, То не есть обязательно. не обязательно. Можно и Мгм. в холодной водичке развести, да? Да. Фитоспорин. А марганцовку мы добавим именно в воду, которую будем поливать. Мгм. Вот я сейчас Нет, подождите, покажу. вы сейчас фитоспорином Да, я обработали? сейчас обработала только Фитоспорин. фитоспорином. Да. Мгм. И вот, смотрите, у нас наша вода уже достаточно Впиталась. да, впиталась. И когда мы будем высаживать нашу рассаду, мы должны его чуть-чуть на уголком посадить. Угол должен быть до 45 градусов. Мгм. Почему? Потому что у томата самое, ну, такое развитое, так скажем, как его, корни К- очень должны хорошо Мгм. развиваться, потому что чем корень у томата больше, тем будет больше, ну, Плодов. да, плодов побольше будет, и, соответственно, наше растение будет достаточно крепкое, Мгм. чтобы выдержать плоды Мгм. На каком расстоянии нужно сажать друг от друга? от 40 до 60. Мгм. Нужно Вот. хорошенечко вот это все. А, кстати, а вы вот Чтобы воздух. ничего не клали, никаких азофоска там или еще что-то, вот какие-то В удобрения? этом случае нет. Сейчас покажу вам. Мы с прошлого года сотрудничаем с компанией ЦИОН. Они нам отправляют для того, чтобы мы свои рассады на их компонентах Опробировали. опробировали. И ну, мы еще занимаемся микроклональным размножением растений. И вот как раз-таки их компоненты мы добавляем в нашу среду. Мгм. Ну, как Вот. они себя показали? Давно Ну, вы? цион, он фаворит, наверное, сейчас Мгм. в аграрном Цион– таком. это цинк в составе, да, или что там? Нет, он больше не цинк он тоже содержит, но это его фирма так называется, а в Но это основном он, тоже биологическое. А что в составе да. вот этого циона? Так, но он без нитратов. Он у нас состоит из субстрата, который дает развитие для растения, да. Он состоит из таких мелких камушек, Гранул. да, Мгм. гранул, которые добавляются у них в составе. У каждого есть очень много разных видов для цветов, для клубники, земляники, да, для Отдельно для каждого. комнатных, Мгм. для питания растений, прям питательная среда инновационная, она тоже очень, ну, у них линейка достаточно Мгм. А можно большая. взглянуть? Вот Да, я сейчас конечно. прочитаю, да. Мгм. Натуральная безнитратная добавка, технология. Экологичность, природный материал не содержит нитратов. Азот, азот У каждого, 5500, да, фосфор соотношение. 6600 и калий 18800. В принципе, это вот такое, ну, хорошее сочетание, да? Ну, вот этих минералов для именно томатов. Да, Вот здесь вот нарисована, ну, именно картинка, да? для овощных культур. Томаты, да, и вот кабачки, огурцы, капуста, перец. В принципе, вот для всего можно, да? Да.
добавлять. Для И овощных вы крупов. добавляете сюда горсточку. Я сейчас добавила В леечку. наш состав марганцовки. Мгм. Тоже, видите, она Проливаете с марганцовкой. То есть здесь мы использовали фитоспорин. фитоспорин, Так, а вот здесь вот марганцовка. марганцовка. Марганцовка должна быть слабо розового такого цвета, Да. да? Мгм. Тоже подождем. Давайте Это питательное Вот этот вот. питание для В общем, вот да, этот цион мы добавляем вот такую горсточку. мерную ложечку, да? Мгм. На один. Мгм. И он должен быть в составе почвы. То Мгм. есть это, Нужно доп- размешать да, хорошенечко. допустим, для цветов его нужно к корням просто припудрить, да, цион. Мгм. А в этом случае нам нужно, ну, такую кашечку сделать еще. Хорошо. Питание оно А я получило. даже не знала, что помидоры вот сажаются вот так, под углом. А Мгм. потом они в процессе, когда корни расправятся, помидоры, Вот, да, и где-то до сюда у нас будут встанут. корни. Мгм. И здесь уже будет мощная такая сама основа, чтобы у нас томат был достаточно крепким, Мгм. И который, ствол, чтобы был такой да, мясистый, да? да, чтобы Мгм. выдержать всю нагрузку, которая Да, по понятно. урожайности. Мгм. Допустим, с одной ветки можно получить якутянка, Якутяночка. она Мгм. такая средний размер у нее Мгм. плодов. И Мгм. получается горсть достаточно там в одной стебле от 5 до 6. Мгм. Ой, до 8. Ваша школа, конечно, наверняка сотрудничает с Институтом НИИ сельского хозяйства республики. И вот якутяночка, это же наш сорт, да? Нет, это, по-моему, сорт Новосибирский, Сибирского да? Мгм. университета. Но у нас есть А вы наша точно так местная, же под углом, да? да, потому что она тоже Немножечко под достаточно, углом да, 46. Еще 45. раз, это для того, чтобы развилась очень мощная корневая система у томата. Мгм. А если у томата, допустим, ну не 60 дней он стоял, да, а посадили его, ну вот как я посадила в апреле, в Мгм. начале. То есть получается, что я очень сильно опоздала, да, с помидором. Ну, у А, меня, например, высота вот такая, они какие-то лысенькие, мгм. наверху там что-то вот такое вот, и все, и Ну, тут питание уже нужно будет подобрать для... подобрать, да? И, ну, вот смотрите, у нас все сорта в основном скороспелые. Мгм. Когда покупаем мы Семена. семена, то, что сколько дней они растут, Мгм. да? И здесь, например, написано, он низкорослый. Вот про монгол-карлик я говорила, что он именно для ленивых, который только до 50 сантиметров вырастает, да, в рост. Мгм. Ну, представьте, да, вот, допустим, вот столечко только. Мгм. И идет в сторону, и Мгм. его посанковать ничего не надо. И он разрастается, ну, достаточно Наверное, большой как размер. сорт хаяксид. Да, похож. Да, похож, мне Ага. так кажется. И также есть у нас другие названия, ну, как пишут иногда ультраранний, ультраскороспелый, да, просто скороспелый, 96 дней. Мгм. То есть уже на 85-й день он должен дать нам урожайность. Мгм. То есть если мы высаживаем наше растение в возрасте 60 дней, то через 20 дней, условно, если мы сейчас в конце мая высаживаем, то в июле мы уже должны первый урожай получить. А получим? Ну, Ну, если вовремя да, посадим да, да, в да. марте. Ну, с нашими рассадами. Да, с вашими-то да. Смотрите, вот такая земля должна быть для помидоров. Это Мгм. соотношение какое? Один к Один к одному? одному, да. Все, один к одному. И песочек тоже. Да. Вот так вот. Хорошо. А если вот по-простому рассказать, обычно наши огородники сталкиваются с такой проблемой. Ну, просто вот у себя на даче нет земли, не хватает земли. То есть можно, допустим, низ сделать как теплую грядку, а потом сверху вот один к одному вот это все вот Да. добавить и уже посадить помидор. Ну да, в основном сейчас А, такое и практикуют же, мгм, когда снизу мы сперва все, что у нас выращено было до этого, то есть мгм. помет такой делаем, Ботва. ботву все это туда А помидор на ложим. ботву тоже можно класть? Да, ну все
Листва. всю листву можно. Старая хвоя лиственничная. Хвою Лиственница. еще нет, мы не пробовали. Мы один раз пробовали, но там кислотность Повышенная повышенная. получилась. То есть почва у нас получилась очень кислотная. Кислая, да? Мгм. То есть вот хвою, ну Нет. никак, ее нельзя использовать. То есть это листва, это, допустим, какие-то, ну скажем, Вот, объедки со стола, да, то есть да. зеленые какие-то, да, то есть Мгм. Но вот это это лучше все. делать в отдельном, да, в коробе, чтобы все это, я имею в виду отходы пищевые, биологические, да, их можно отдельно собирать и прям слой за слоем их перегноем, либо свежим навозом, который можно собрать, в принципе, Переложить. да, Мгм. слой за слоем его И сажать, таким образом будет перегной, да? да, Свой. через год должен получиться снизу, Ага. с нижнего самого яруса уже можно будет получить. Ну, Перегной свой. да. А лучше, конечно, 2 года все это передержать и через год его перемолоть, Мгм. чтобы достаточно хорошо, и закрыть его таким материалом, который даст ему еще парниковый эффект. Мгм. Ну, пленкой, да, Да. покрыть. А можно полить, допустим, вот байкалом тем же или еще что-то для ускорения процесса? Да, очень много различных добавок сейчас Ускорителей. продается, да, Мгм. которые именно для обработки и пускают туда червей. У нас тоже такой опыт был, когда мы с помощью червей создавали почву для растений. Мгм. Но у вас, поскольку опытная станция, да, у вас дети занимаются наукой, вы руководите научным направлением. Вот эти все помидоры, они у вас высокие. Это вы посадили их в марте. Да, И они все, вот это якутяночка, да, сорт? да. Вот это якутянка. А А это верлиока, по-моему, еще верлиока? Мгм. Вот, верлиока. А вот это что за сорт? Морковный. Тоже, Морковный? Да, да, кстати, на морковку похож, видимо, томат да? морковный, и он М, достаточно такой лидер, так скажем, нашей мгм, продажи, да, мгм. потому что тут урожайность достаточно высокая. То есть Высокая. с одного куста можно получить при хорошем уходе до 2 ведер. С одного Да, куста до с двух одного куста, ведер. да, И люди получают. да. Мы сами Невероятно. высаживаем, да. Морковный, вот это да. Вообще ствол у помидора, он должен быть каким? Надо ли его подвязывать, там, какие-то приспособления там ставить, там, чтобы эти палочки или еще что-то, ну, чтобы... Или это все зависит от того, если ствол такой хлипенький, значит, растению не хватает питания, да, или что? Но в основном все томаты нужно подвязывать. Подвязывать. Да, Мгм. подвязывать основной стебель нужно подвязывать. И все-таки убирать ту ботву лишнюю снизу до тех листьев, которые, да, Плодоносящих, да, да. плодоносящих, и Мгм. снизу все убрать. Лучше все-таки, Да. да? Тогда он Мгм. ну, убирает в основном вот так, Мгм. чтобы снизу было, ну, питание не требовалось. Вы сказали, что у вас прям лидер продаж это морковный, потому что он много дает урожая. Ну а дальше вот второе место у какого сорта? Маза Якутия, якутянка, да, якут, не чукотский озорник, а скороспелый, сибирский скороспелый. Они в Мгм. основном похожи. Они не пасынкуются, они выращиваются у нас и в открытом грунте, и в закрытом грунте. Ну, когда мы высаживаем, каждый огородник должен быть готов к тому, что когда томат высаживаем в закрытой В в теплицу. теплице высаживаем, то вы должны быть готовы к тому, что у вас стебли достаточно высокие будут. Мгм. То есть верлиока, она прям для закрытого То грунта. есть желательно для... верлиока. Вот, то есть Да. верлиоку нужно сажать в теплице, а все остальное вот из вашего представленного нужно сажать в открытый грунт. Да, подойдет и для открытого, и для закрытого грунта. Мгм. Скажите, насколько они морозоустойчивые? В основном наши сорта, которые мы продаем, они достаточно морозостойкие. Но, видите, у морковного тут стебли достаточно тонкие, нежные, но плоды и его вот основная стебель, она достаточно такая хорошая, которая выдержит. И один из тех сортов, которые прям до конца дадут хороший урожай. Как можно в течение сезона чем подкармливать наши помидоры? Ну, И смотрите. полив. Насколько часто, от чего это зависит?
Ну, томат, в принципе, он не любит влагу такую сильную прям, да. Мгм. Раз в неделю, либо когда сильно очень Жарко. жарко, то можно 2 раза. Если пасынкующийся, то нужно В смысле, пасынки. 2 раза это как понять? Утром, вечером, что ли, Нет, полить? в неделю два А, в раза неделю два достаточно раза. будет, Мгм. да. А, Томат иногда любит, чтобы у него был какой-то стрессовой ситуации. Не Допустим, поливать. да, не поливать много, ну там недельку или 10 дней, да, и когда вы польете, да еще его накормите удобрением, то получится, ну как бы из-за стресса растение начинает быстро развиваться и Мгм. давать хорошие плоды. Плодоносить, да. Да, То есть потому что все живое стремится к тому, чтобы оставить на земле после себя какие-то плоды, да? да. Да, ну вот искусственно, можно сказать. Ну что, инновационное удобрение, оно в магазинах, видимо, есть, да, где-то, или у вас Да, только? можете у нас купить. Мгм. Пока он есть у нас и в Вилюйском улусе. Вилюйский улус у нас закупил, и вот одна партия уехала туда сейчас. Ясно. Значит, Вилюйский улус мы ждем просто вот, что они нас осенью завалят помидорами, да? Надеемся. Так, ну что, большое огромное спасибо, что вы нам так подробно рассказали про самые популярные и неприхотливые, главное, сорта. Для начинающих огородников это будет очень хорошая информация, я думаю, да? Вот, я, например, очень много чего узнала у вас здесь, оказывается, вот интересного, ну, то есть для своего опыта. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать.